Традиционно в честь празднования Дня Победы сибайцы возлагают цветы и чтят память и героев Отечественной войны 1812 года. Управляющий делами администрации Айнур Идрисов в своем выступлении поздравил всех с наступающим великим праздником. Отметил, что велика заслуга башкирских полков, сумевших проявить мужество и отвагу во время войны 1812 года. Главный и почетный гость торжества, ветеран Великой Отечественной войны Иван Григорьевич Огнев, также подчеркнул, насколько важно и необходимо помнить тех, кто защищал Родину от вражеских сил. С большим праздником Победы, всем здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго на свете. Жить в радости и веселье, трудиться на благо нашей страны. Здоровья вам, счастья, чистого неба над головой. Присутствующие на торжественном митинге почли память и мысленно вспомнили всех воевавших на фронте и погибших на полях сражений, всех, кто не дожил до славного Дня Победы. Юные воспитанники Центра детского творчества исполнили песни о войне, героизме советского народа. Все дальше уходят вглубь истории ее грозные героические годы. Но время не властно предать их забвению, выветрить из народной памяти. Мы должны помнить, мы должны дорожить этой победой. И, конечно же, в будущем, и 75-летие, и 80-летие, и дальше мы должны достойно проводить этот великий праздник, День Победы. Традиция должна оставаться, то, что вот возложение цветов, то, что мы выходим каждый год, вот уже второй год, насколько я знаю, у нас в республике это бессмертный полк, марш акции всероссийской бессмертный полк. Тоже как бы наши ветераны, мы их показываем, мы делаем штендеры, фотографии их. Также они, наверное, с памяти останутся вот таким вот образом. Современное поколение не забыло тяжкие военные испытания и высокую цену, заплаченную за победу – миллионы человеческих жизней. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.